Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха-информационного агентства. По уверениям администрации города Якутска, в скором времени на проспекте Ленина будут высажены яблони. Скорее всего, они будут примерно такого же вида, как вот эта яблоня, которая цветет в ботаническом саду Северо-Восточного федерального университета. Сейчас она немножко недозрелая, но плод такой маленький, и говорят, что примерно после заморозков он становится очень-очень вкусным. Давайте разберемся, какие виды деревьев экзотических, немножко необычных для нашего региона могут высаживать у себя якутяне на своих приусадебных участках. Конкретно какие виды древесных растений будут высажены на проспекте, лично я, честно говоря, пока еще не в курсе, какой будет точный ассортимент, но могу рассказать несколько слов о тех древесных растениях, которые можно высаживать в условиях нашего города. В первую очередь хочу привлечь ваше внимание на облепиху, рядом с которой мы стоим. Облепиха очень хорошо зимует в наших условиях, как видите, очень обильно плодоносит и, в общем-то, очень хорошо себя она здесь чувствует. Также можно высаживать, естественно, яблони. Яблоня ягодная вид называется. Его уже можно даже назвать немножко якутским видом, потому что она уже абсолютно не требует никаких усилий для того, чтобы зимовала и красиво цвела, плодоносила в условиях нашего города. Также очень красивое древесное растение – это сирень. Из сирени самым зимостойким видом является вид сирень венгерская, который, собственно, мы и реализуем. Это кустарник высотой где-то до 2-3 метров, цветет такими красивыми сиреневого цвета цветочками, очень ароматный, яркий, красивый кустарник. Также можно высаживать барбарис амурский. Это тоже очень декоративный вид, поскольку он очень красиво меняет цвет своей листовой пластинки. То есть летом он такой ярко-зеленый, с такими прожилочками, а уже с августа месяца начинает потихоньку менять цвет листовой пластинки, и в какой-то момент на листьях 3 цвета – это зеленый, желтый и красный. Собственно, это очень здорово смотрится. Также барбарис имеет очень такие характерные формы плоды, как у конфетки, такого тоже ярко-красного цвета. И еще я обязательно должна сказать о рябинокизильнике позднякова. Это вид местный, получается. Он эндемик, произрастает в лесах Алданского района, входит в красные книги и России, и Республики Саха-Якутия. Тоже очень-очень декоративный вид с такими красными ягодами. На вкус они что-то промежуточное между рябиной и кизильником, поскольку это естественный гибрид между этими двумя видами. Если рябиновые ягоды такие водянистые, то кизиловые, они такие сухие, а тут у нас что-то между, и оно очень-очень красивое. В общем, будет здорово. А есть какие-то, может быть, промежуточные, да, именно не деревья, а вот что можно посадить и поесть? Поесть? Да, например, вишня. Вид вишня песчаная, очень тоже хорошо себя чувствует, но единственное, он немножко подмерзает с концов, поэтому нужно, чтобы вишня песчаная зимовала под слоем снега. То есть это кустарник невысокий, очень красиво цветет, тоже белые цветы, полностью побег облеплен ими, и далее в августе месяце у нас уже созревают такие темные ягодки. Поначалу они, когда еще не совсем спелые, немножко вяжут, но далее уже, когда будет полная спелость, они очень-очень вкусные. А так, да, здорово она себя чувствует, вишня. Для посадок у нас 2 сезона, это весна и осень. То есть весенний период он у нас прошел с середины мая до середины июня, а осенний как раз-таки будет уже наступить на днях. Это сажать можно растения с середины августа до середины, конца сентября, зависит от погоды. По поводу приобретения саженцев. Саженцы, во-первых, можно, взяв разрешение, выкопать в природе, или же, конечно же, можно обратиться в ботанические сады. У нас тут есть растения под реализацию. Дорого ли это? Вообще, если смотреть на усилия, которые мы вкладываем, чтобы они вырастали, то есть деревья – это же не трава. Те растения, которые мы продаем, они от 2-3 лет, то есть мы ежедневно за ними ухаживаем, полив постоянно, прополка постоянная.
Стоимость древесных растений начинается от 700-800 рублей. Ну, естественно, чем старше растение, тем дороже оно будет стоить. По поводу того, как посадить растение, которое вы только что у нас приобрели, естественно, при продаже мы проводим как бы такую минимальную основную консультацию. Естественно, рассказываем, как что делать, как сажать, какая смесь для этого нужна. А для того, чтобы обсудить какие-то вопросы, можно написать нам по WhatsApp или в Telegram-канал наш написать, или же уже дальше обсудить по поводу какой-то личной консультации, тоже можно поставить вопрос. Насколько вообще популярно, на ваш взгляд, высаживание декоративных растений, которые плодоносящих? Вообще развивается ли эта культура в Якутии? Я думаю, да, потому что я работаю в ботаническом саду с 2014 года, и уже на тот момент люди интересовались саженцами. Не только саженцами, а вообще растительностью, но сейчас это, мне кажется, бум, да, что-то вроде бума. И вообще очень здорово, что люди начинают именно сознательно подходить к вопросу, потому что если раньше было посадил, забыл и так далее, я не говорю про всех, естественно, вообще про основную массу, то сейчас как-то, мне кажется, и семьи, и вообще люди начали ценить именно какую-то зону, которая окружает их. И так что я думаю, да. Как вкусно пахнет! В идеале ваш приусадебный участок станет таким же красивым, как в ботаническом саду с СВФУ. Однако многих хозяев смущают старые засохшие деревья. Они просто не знают, что с ними делать. Ответ узнаем у администрации города Якутска. В соответствии с правилами благоустройства города Якутска для вырубки зеленых насаждений, в том числе сухостоев, больных деревьев, обязательно требуется разрешение уполномоченного органа. Таким органом является наш департамент, то есть это является муниципальной услугой. За ней заявитель обращается по адресу Гоголя 1, 3-й этаж, кабинет 306. Заявление принимается с понедельника по пятницу с 9 до 6 по установленной форме. Обязательно предоставляются документы правоостанавливающие, так называемый дендроплан, то есть те деревья, которые подлежат вырубке на определенном земельном участке, и перечетная ведомость, то есть перечисление этих деревьев. Срок услуги до 17 рабочих дней. Нужно ли платить какие-то деньги, и есть ли услуги, чтобы, например, бабушка обратилась и хочет, чтобы ей помогли? Услуга эта платная, если это не сухостойные деревья. Сухостойные больные деревья, они бесплатно, но разрешение все равно требуется. И тут надо смотреть в зависимости от диаметра дерева, породы дерева и соответствующие расценки у нас установлены. То есть все зависит от того, что конкретно хочет человек спустить. Что касается бригад, у нас таких отдельно нету. В рамках, окружная администрация, она то и работает, чтобы помогать людям. Если такая ситуация будет, конечно, обращайтесь, мы постараемся продумать варианты и оказать помощь. После спила куда-то отвозятся деревья или остаются это уже на совести, скажем? Все это прописывается у нас в разрешении, то есть в течение года разрешение действует, и заявитель должен уже утилизировать данный вид, уже отходов, можно сказать. В принципе, это можно пустить на дрова просто. Да, в принципе, конечно, можно.